Алатай Арбейкус, Яниргудлахай Мартис, муниципальный район Динкил, Нариман Абдулмуталибова, че район Диз Мухман Ханвай, Дагустан Республика Дин Экология Дин в Тебиятин ресурс Ринхляй, министр Набиула Карчаева Хкалас, район да Зирзибил, Вакеви Амухаяр, Котун, Вахтун Олди Хюн, Вакебле Патан Дагустан Дин, Келин полигон Диз Хутахун, Тешкил Навай Халар, Веревир Дауна. Гюрюшта экологи К. ООН руководитель Альберт Черникова. Районный администрации Келин Садла заместитель Лацис Аруджева. Экология Дин Ватебиатин, ресурсы Ринлекай, Кебле Патон Дагустан Ди управление руководитель Рамиз Велиева. Адан заместитель Фикрет Махмудова. Касумкент сервис ООН директор Галиб Фатахова. Васаджирге Кулурин работник Иштиракна. По вопросу мусора. Что у вас здесь? Я хотел бы знать, как идет у вас работа. По всему Южному Дагестану, Давай Южный Дагестан оставь. Сулейманский район, да, он самый четко отработал, самый четко все сделали, лучше всех на сегодня как бы здесь. Единственное, с нашей стороны, лично я как бы там по деньгам сегодня очень сильная протяжка, потому что не успеваю все деньги собрать. Первые квитанции у нас начнут разносить только... Подожди. Мы сейчас не дадим. Я хочу знать, кто здесь занимается вывозом мусора. Касумкент сервис. Сколько здесь населенных пунктов, сколько проживает людей, кто может информацию дать? Я могу. В частности. Да? Я могу. Я руководитель ООО «Касумкент сервис». В прошлом году, мы с 2014 года работаем. В прошлом году мы получили лицензию 4 класса отходы. Ага. У вас это частное предприятие? ООО, да. Ага. Соответственно, с приходом регионального оператора с 2019 года мы заключили договор подряда за номером 004. Согласно договору мы работаем. Территория обслуживания полностью весь район мы не обхватили в связи с тем, что некоторые территории нашего района, нижняя часть, географически расположена ближе к Дербенту. Соответственно, нерентабельным, неправильным было бы оттуда сюда увозить мусор, что для дальнейшей транспортировки на Дербентский перегон. Ага. Поэтому, согласно тем соглашениям, согласно тому совещанию, которое мы провели под руководством Наримана Шамсудиновича, здесь, в этом кабинете, было несколько совещаний, мы определились таким образом, что вот некоторые поселения, скажем, Даркуш, Иминхур, Новомака, Карчак, эти поселения географически расположены ближе к Дербенту, соответственно, вывоз, сбор и транспортирование отходов такого оттуда лучше делать в сторону Дербента и напрямую забирать Дербент. Остальная территория Сулейман-Стальского района, как его численность, общая численность где-то около порядка 57 тысяч человек. Ну, из этого количества людей, скажем, проживающих людей здесь, 42 тысячи человек приходится на территорию моего обслуживания. Вашего обслуживания? Да, это 11 сельских поселений. В этих, есть малые и большие села, но 42 тысячи человек я обслуживаю. Теперь мощность организации где-то около 6 единиц. Специализированная техника, мусоровозы, которые ранее в этом году и в прошлых годах были как бы спонсорские, меценатские вопросы нашим уважаемым земляком Имам Яралиевым Замудиновичем подарены предприятию, району. Соответственно, у нас есть вот эта техника, потом есть около 8 единиц арендуемой техники. Штатная численность организации на сегодняшний день составляет вместе с новыми работниками, рабочими водителями около 34 человек. Ну, плюс-минус 1-2 штатные единицы, они свободны, а так с этим контингентом мы работаем. Договор мы заключили с 1 января о том, что, значит, мы обслуживаем эту территорию, собираем, значит, сбор и транспортирование этих отходов. Согласно нашему договору, нашим устным, письменным соглашениям, мы весь тот отход, который собирается здесь, на этой территории обслуживания, мы завозим на старую свалку. Эта свалка 2015 года решением администрации, значит, отведена именно под эту свалку. Соответственно, из категории земель отгонного животноводства она переведена в земли
промышленности, есть кадастровый номер, она закрыта, рекультивирована, здесь там проведены очень большое количество разного рода работ. Мы подготовились к приходу регионального оператора, убрали старый мусор, где-то законсервировали, где-то он сгорел. Есть такие моменты тоже, надо, скажем прямо. Но факт то, что и само предприятие, как его, по указанию главы, как его, и мы, так скажем, полностью приготовились к тому, чтобы начать с нуля к работе с региональным оператором. Долги, зарплаты, все полностью было по нулям. Опять-таки, район помог нам, и, естественно, мы сделали. Теперь на сегодняшний день мы 2 месяца работаем, вывозим этот мусор, отходы туда, на эту территорию. Соответственно, это мы определили по соглашению как площадка временного накопления для последующего вывоза на полигон Дербенский район или Бентау из Бирбаша. Есть у нас такие договоренности. Ну, были моменты по подсчету той работы, как и вот того объема, который мы выполняем. В связи с тем, что географический район находится не на плоской территории, половина района находится в гористой местности, естественно, я туда вот эти большие мусоровозы КАМАЗы направить не могу. Они там не справятся, и, как его, естественно, не получится. По договоренности, естественно, по желанию руководства, с учетом мнения руководства района, с учетом мнения жителей района, мы договорились, что сбор отходов такового будет производиться бестарным методом. Ранее у нас был опыт. По всей территории. Почти что да. Ранее у нас уже был опыт в этой области. Мы в 15-14 годах мы выставляли контейнеры, ну там образовывались несанкционированные свалки. Машины, транспорт, люди где-то ломаются, где-то кто-то болеет, вовремя не убрали, вовремя не получилось, и, соответственно, образовывается свалка. Потом как бы мы выглядим уже не в том свете. Естественно, сделав анализ, провели анализ, и мы пришли к выводу, поставили известность Альберта Сергеевича на место совещания, бестарным методом техника, люди собирают по селам, что оправдано, на наш взгляд, вот такой метод. Мы полностью собираем весь мусор. Я думаю, вы, проезжая территорию, наверное, обратили внимание тоже, что здесь мы стараемся соблюсти чистоту, порядок. В ежедневном режиме работаем. По графику? По графику вводится, есть графики территории, есть графики населенных, как его, по графику есть маршруты движения мусоровозов, есть время, есть маршруты, есть графики, как его, каждый населенный пункт, закрепленные люди, все документально как бы оформлено. Теперь единственное, буквально обеспокоенность, озабоченность главы района, я выражал неоднократно и главе, и, естественно, это общая наша позиция, я думаю, я извиняюсь, потому что я так просто начал разговаривать, выражаю все это, потому что это глава сам, наверное, скажет. То количество, тот объем мусора, отходы, которые сегодня там собираются. Вывоз фактически не осуществляется, потому что у меня есть контрольные структуры. Оттуда? С той площадки, куда мы вывозим. Полигон. Да, мы оттуда, я туда завожу, а вывоза не производится. Собирается большой объем, за 2 месяца где-то порядка 4-5 тысяч кубов мусора там. И не валяется, мы его трактором, эта территория огорожена, там есть сторожа, там как бы есть люди, которые смотрят, у меня там работает тракторист, у меня как бы, у нас там это все цивилизовано, но тем не менее большое количество мусора. Его куда-то как-то надо вывести. Я обратился недавно к Альберту Сергеевичу, выразил свою обеспокоенность и главе, и заместителям о том, что вот эту площадку каким-либо образом надо зафиксировать за управляющей организацией, как бы, за региональным оператором. Я-то работаю на подряд. Прошлую среду, выезжая проездом через Авгульский район, сюда заезжали инспектора Росприроднадзора. Они были, и ранее тоже, в 16 годах, 15 годах тоже здесь, ситуацию знают. Соответственно, заехали ко мне, мы объяснили ситуацию, но они до того, как сюда заехать, сами тоже заехали на эти
на эту свалку. В пятницу я побывал опять у них там в отделах. Ну, было выслано предостережение всем главам администрации о недопустимости образования несанкционированных свалок, коим на сегодняшний день фактически, не имея никакого статуса, вот эта свалка является. Поэтому большую обеспокоенность я, как руководитель организации, завтра придется за это нести. Хотелось бы внести в этот момент ясность. Какой статус у этой свалки, можно ли ее региональному оператору взять на аренду, передать ему на баланс, если это мусоросортировочная, мусороперевалочная, мусороперегрузочная станция, или какой-то статус должен быть. Иначе завтра контрольные структуры не будут разбираться, кто сказал, что сказал, будут писать. Меня об этом предупредили в Росприроднадзоре. Можно дальше идти. Да. Вот я записал. Да. Можно идти. Да. Я на все ваши вопросы отвечу. Да, Можно потом дальше идти. Набила вопрос заработной платы тоже. Вчера буквально перечислено было первые 300 рублей, 300 тысяч рублей. Ну, это половина месячной моей зарплаты, в смысле работников. Вопрос заработной платы очень такой волнующий вопрос, так как люди работают. Это такая сфера, где не каждый день ты найдешь людей, которые захотят в этом копаться. Месячная заработная плата какая? Месячная? Месячное предприятие около 600 тысяч рублей. Без начисления или как? Это с начислениями, с налогами. Только заработная плата? Только заработная плата. ГСМ отдельно, там кое-какие налоги тоже есть, другие, аренды. Ну, полностью расшифровку я Альберту Сергеевичу давал. Там аренда автомобилей, рабочих и водителей. Штатный управленческий состав буквально 3 человека. Остальное все вот там. Дополнение о созданных условиях тоже расскажите. Дополнение, Нариман Шамсудинович, Набил Абдулманатович, мы при первом же обращении, когда Альберт Сергеевич здесь с его участием проводили совещание, глава дал указание о том, чтобы создать максимально комфортные, удобные условия для регионального оператора. Естественно, на каждом совещании лично главой, замами, всеми сообщается, что надо помогать, надо делать. Мы рядом прямо со мной, в том офисе, в том здании, где я работаю, где наше хозяйство находится, прямо сбоку, там же определили 2 кабинета, выделили, можно сказать, с нашей помощью технику. Там создали абонентский отдел, он сам создал, его филиал абонентского отдела. Главой непосредственно дается указание о том, чтобы ежедневно все службы, все, которые работают в районе, всю полноту информацию, чтобы получал абонентский отдел. По бюджетным организациям, по коммерческим объектам, по этим. Вплоть до того, что при необходимости с абонентским отделом, я даже обо мне не говорю, потому что я ежедневно в контакте с Рамизом Фагичем, а вплоть при необходимости даже отдел архитектуры ЖКХ, начиная с их специалистами, они заходят в любой магазин, любое здание, любое помещение, то есть повсеместно оказывается помощь. В этом плане очень большая, я думаю, он сам, Альберт Сергеевич, оценил. Да. Такой ситуации ни в одном районе у него здесь, в Юждаге, нет. Да. В этом плане помощь. Ну и повсеместно по телевизору выступления, в СМИ выступали, мы круглые столы неоднократно были. Печатные издания печатают, людям объясняем, большая затрудненность еще в том, что до сих пор люди не знают, куда платить. Ни Почта России, ни Сбербанк, ни это. Люди приходят сюда. Я даже настаивал на том, чтобы в абонентском отделе был создан кассовый отдел. Онлайн-касса. Да, да, чтобы люди могли платить. Люди, приходя 1-2 раза, и когда не могут заплатить, они уже на 3-й раз их туда силком не затащат. В прошлом году та база данных, которая была у ООО «Касумкен Сервис», скажем, нашего предприятия, мы тоже работали в этом плане по коммерческим объектам, поэтому была проведена большая работа. Это впервые было, люди тогда еще не знали, но была определенная база, которая на сегодня очень сильно помогает
именно работе в абонентском отделе. Мы предоставили эту абонентскую базу, базу ЖКХ полностью в их распоряжение. Это все Только вот работайте. то, что есть. То, что есть. Даже министр не смог бы так отчитаться, как вы. Знаешь почему? Потому что человек работает. Я серьезно говорю. Человек работает, работу знает, вник во все эти дела. Я искренне говорю, Галина Ибрагимович, огромное спасибо. Я не знаю, если бы мне такие условия создали бы, я бы, наверное, министром даже не стал бы работать. Все условия создали, ребята. Вот, хочу начать вот с самого начала. Вот 11 населенных пунктов обслуживает Галина Ибрагимович, да? Сельских поселений. Поселение. Там много сел. Да, много сел, да. Он говорит, техника есть, люди есть, жалоб со стороны людей на вывоз мусора нету, да? Человек организовал работу. Те населенные пункты, которые ближе к Дербенту, обслуживаете вы их, да? Да, мы там организовали другое. Так, теперь вам предоставили помещение. Да. Мы арендовали у участников, Так, просто помогли они, ну да, помогли нам. предоставили вам, вы арендовали, Да. правильно? Теперь они же до этого работали. Да, У них база есть, Да. собирали деньги. да, Собирали? да. Собирали. Теперь, говорит, люди приходят, не знают, куда платить. Ну как так? 2 месяца уже прошло, Альберт Сергеевич. 2 месяца прошло. А как вы собираетесь работать? Если вам создали все условия, и вы здесь не можете организовать работу, как дальше работать? Вы должны людям вовремя платить зарплату. Если вы людям вовремя зарплату платить не будете, люди же работать не будут. А с чего они должны работать? Так? Так. Значит, по свалке. Вот человек забеспокоился. Приехали представители Росприроднадзора. Они же до этого не знали, представители Росприроднадзора, что на территории Сулейман-Стальского района полигона нету, санкционированной свалки нету. Теперь они узнали 1 января об этом. Они прекрасно знают ситуацию в Дагестане. Теперь, а вы чем занимаетесь, Рамис? Вот люди пришли, Росприроднадзор. Вы что, не знаете, эта свалка в Терсхеме у нас сидит? Нет, мы-то знаем, я-то не знал, что Росприроднадзор здесь был. Мы-то Они не А дали вы знать. не дали знать. Я потом Нет, позвонил. понятно, они не дали знать. Да. Вот вы здесь работаете, Да. ваше, да? Да. Зона Заместитель. обслуживания, да. А почему вот люди пришли, почему вы не занимаетесь этим вопросом? Они не по этому поводу приезжали. А? Они просто заехали по пути. Нет, причем тут заехали по пути, вот человек забеспокоился, он правильно беспокоится, что его даже пригласили туда. А вы чем занимаетесь? Главное, сейчас можно я поясню по этому вопросу? Дело в том, что мы когда первый или второй раз собирались здесь, мы решили определить так. Там же должно быть сбор, да, место сбора. Мы сказали, муниципальный район должен, допустим, там сколько у вас гектаров по схеме? 3,20. Альберт Сергеевич говорит, мне 3,20 не надо, мы это будем убирать. Дайте мне 600 образов, да, вы должны его как бы забетонировать, это самое. И еще думаю, там если 2 района. Уважаемый, я же не с этого начинаю. Мне не надо, что Альберт Сергеевич сказал. Я хочу для себя понять. У нас есть территориальная схема. Да. Я вам, как руководителю Южной зоны, задаю вопрос. Эта свалка сидит в территориальной схеме, как место временного хранения мусора? Нет, по-моему, не сидит. А? Если Магарамкентская вроде сидел, где-то не сидит. Это о чем говорит? Что не вы ни хера не занимаетесь работой. Магарамкентский идет как полигон. Полигон идет, да. Как полигон. Да. Как полигон. Вы же не занимаетесь работой. Ребята, я вас предупреждаю. Вы чуть-чуть очнитесь. Себя придите чуть-чуть. Я вам еще раз говорю. Вы чуть-чуть себя придите, ребята. Почему я должен проблемы знать Сулейман-Тальского района? Вот здесь приехал к главе Нариман Шамшин кабинет. Я с вами на связи. Да, конечно. Я вам поручил ездить по районам. Да. Я вам поручил встречаться с главами районов. Со всеми встретились, со всеми сельскими Почему вы не поселениями. знаете, что зарплата не платится вовремя? Ну, это как бы мы работу здесь организовали. Не, подожди, я вам поручил ответственно, чтобы вы занимались этим вопросом, чтобы вы были на связи с ним. А? Поручил? Поручил. А что, если я ездию по всем районам, по всем нашим, вы что, такие большие хакимы? Не, мы тоже во всех районах по 2-3 раза ездили, всех собирали. Почему? неоднократно. Вот я занимаюсь сбором денег.
Я Махачкале, Каспийске. Почему? Чтобы региональный оператор в галошу не сел. Если он в галошу сядет, то проблемы будут. Вот я в Дербент приехал, сидел главой города Дербента, совещание проводил по оператору. Я это делал что? Потому что мне делать нечего. Я понимаю, да. Почему нету сбора денег? Абонентский отдел, который создан, вот здесь на сегодняшний день договора все заключены и счета розданы. Сейчас момент настал, чтобы начали платить. Да? Это что касается юрлиц. Здесь максимальная база, то, что это все дали. Что касается физлиц, это на сегодняшний день мы обратились, заключили договор с почтой. И на момент, когда мы заключали, это месяц назад, у почты не оказалось в Махачкале, они не могут сами распечатывать. Для того, чтобы распечатать, меня послали в Ставрополь, со Ставрополя послали в Осетию, заключил договор, и только квитанции распечатали за январь месяц. Они вот сегодня уже прибыли в Махачкалу за январь месяц. Это вопрос был почты. Я не думал, что на месяц они затянут. И получается, наличных денег мы не собираем, потому что договор был, что мы всем раздадим квитанции. Получается, вот сегодняшний день уже счета розданы, и квитанции тоже будут розданы. Я думаю, оплаты пойдут. Вот смотрите. Да. Вы когда закрываете долг по зарплате? Я думаю, буквально там 2-3 дня нам еще надо, потому что денежки сейчас должны еще прийти. Меня не интересует. Должны 2-3 дня. Вот мне скажите, вот перед головой, когда вы закрываете долг по зарплате? Завтра 7 число, даже если завтра деньги отправили, то они будут все равно в понедельник. Понедельник. Неделю, да? Неделю максимум. Да. Неделю. Все долги полностью. Нет, не все долги, я за январь месяц пока. За январь месяц, именно зарплату. А кто будет за февраль платить? Мы же будем платить. Когда? Я надеюсь, до конца месяца мы за февраль тоже платим. До конца чего? До конца непосредственно марта мы за февраль Галиб платим. Ибрагимович, вас такой вариант устраивает? Набиулла Абдуланович, меня хотя бы за январь, если получил бы полную объеме сумму, хотя бы временно это устроил, я бы выплатил. Ну вот то, что он говорит, такой вариант устраивает вас? Устроит, если сроки будут выдержаны. Если не выдержаны будут, он знает, что будет. Я думаю, как его Рамиль. мы выдержим эти моменты, тем более. Записали все? Я понял. Будете мне отчитываться. Просто тут по выдаче, я так понял, мы с Альбертом позавчера и вчера разговаривали. Есть субъективные, есть объективные, субъективные. Если квитанции не выделены. Я еще раз тебе говорю. Я еще раз тебе говорю. Мне лекцию читать не надо, дорогой. У тебя возможность мне лекцию читать сколько угодно есть. Ты можешь мне звонить в любое время. Я вам поручил в южной зоне встретиться со всеми главами муниципальных образований. Вы должны быть в курсе всех дел. Вы должны встречаться с главой. Вы должны в понедельник прийти сюда на совещание. Не каждый понедельник. Через 2 понедельника вы должны быть здесь. Рафик, вы здесь бываете на совещании? Фикрет, вы бываете здесь на совещании? Я бываю. Когда последний раз были? Я на заседаниях бываю вместе. И я задаю вам вопрос. Когда вы последний раз у главы района были на совещании? 3 недели назад. 3 недели назад. Почему? Почему вы каждую неделю не бываете? Я могу каждый день. Не, мне не надо одолжение делать. Я вообще как задачу поставил? Если нужно, Я да, как задачу я могу. поставил? Никто Неделю раз же бывает совещание? никто не имеет права отстраниться от этой работы. Это не проблема Наримана Шамшутдиновича. Эта задача поручена министерству. Я вам эту задачу поручил. И Рамиз вам поручил, и Фикрет вам поручил. Если вы думаете, что региональный оператор облажается, и вы останетесь в стороне, вы в стороне не останетесь. Вы имеете в виду. Вовремя надо принимать меры. И что это такое? Вы не знаете, свалка находится в Терскеме или нет. Вы же южную зону обслуживаете. Немедленно изучите. Что надо сделать, сделайте. Если она находится в Терскеме, его надо закрепить за региональным оператором. И пошлю я этих людей, куда пришли. Какие проблемы? 11 месяцев это является местом временного хранения мусора. Ну почему заставляете человека дергать? Какие еще условия вам надо создать? Имеется в виду вам, Альберт Сергеевич, если вам люди все условия создали. Я не знаю, я такое еще не видел ни в одном районе.
Я не видел, не знаю, я практически все районы объезжаю. Вот назовите любой район, я вам скажу, там был я или не был там. Малейший где-то вопрос стоит, на той неделе, где я был вместе с вами? В каком районе был? Мы в Зависи были. В Кайтахском районе. Кайтахском районе. Правильно. Только сигнал поступил, я Дербенте, туда. Кайтахский район. В Дербенском районе был я. В городе Дербенте был я вместе с вами. Вместе с главой села обсудил все вопросы. Только до меня сигнал дошел в Сулейман-Стальский район, я приехал вот на Ромаш. У меня проблем нету с главами. Но надо же вовремя ставить вопросы. И кроме этого, зарплата зарплатой. ГСМ тоже надо возить. Без ГСМ же машины не двигают. Поэтому я не должен это узнавать, Рамиз. Всегда все вовремя надо знать. Мы всегда Нариман Я Шамшудинович этот сядем. сигнал услышал, я сразу вам позвонил, чтобы как раз в южной зоне были, чтобы приехали, вот, отреагировали, да, быстро. Маленькая проблема. Надо срочно организовать сбор денег. Как только вы организуете сбор денег, у вас все проблемы закончатся. Да. У вас все проблемы закончатся. Если вы не в состоянии, то можно же прийти к главе, сказать: Нариман Шамшудинович, вы можете нам дать людей, которые будут собирать эти деньги. Естественно, они бесплатно не должны собирать, они должны за это зарплату получать. И надо сделать нормальную зарплату. Он же людей лучше знает. Дали. Вы определили таких людей? Дали. Все дали. Дали? Дали, Ну да. а что вам еще надо? Людей вам дали. Вот Помещение дали. Галиб Ибрагимович говорит, люди приходят платить деньги, обратно уходят, потому что некуда деньги заплатить. Может быть, я говорю, тут, хотя бы временно наличку принимать? Конечно, конечно. Секунду, можно скажу? Просто они вообще наличкой не хотят работать. Момент такой, поймите правильно, да, там, чтобы было понятно. Если ту программу, которую нам сделали, программу, есть такая компания «Парус», которая на сегодняшний день эту программу сделала, она на сегодняшний день должна видеть, кто какие деньги оплатил, кто не оплатил. И мы на сегодняшний день без онлайн-кассы, да, там это сделать не можем. Слушай, ты можешь бесплатно работать, мы тебя поддержим. Проблем нету. Людям зарплату плати. Заплачу на ночь. Да, я тебе еще раз говорю, ты можешь вообще ни копейки деньги не собирать, мы тебе памятник поставим здесь. Да. Так же, наверное, Шамшудин? Какие проблемы? Плати зарплату людям. Завтра, если они не будут зарплату получать, то Проблема. мусорный коллапс будет. Поэтому тебе человек говорит, если у тебя, я извиняюсь, в кармане деньги есть, плати. Если нету, тогда надо искать выход из положения. Парус тебе не поможет. Я понял лучше. Да, так Понял. не бывает. Понял. Так не бывает, дорогой. Так не бывает. Вот база данных есть? Да. Есть. Да. Вам дали. А где вам дали базу данных? Вам даже базу данных дали. А что вы хотите? Парус дал. Ну я же говорю, вот он же говорит, и мы дали, говорит, там. Они по юрлицам дали, Да. по юрлицам дали. Ну, По юрлицам Мы, нормально. я извиняюсь, Навида Владимирович, мы до прихода обязал каждого главу сельской администрации сделать выписку из паруса, письменно в виде даже мы подготовили, как его, сколько человек проживает, сколько хозяйств есть в каждом поселении. Мы даже готовы были эти моменты, как бы в каждом сельской администрации есть специалисты, которые собирают налоги. Это начало, мы понимаем, на самом деле ему тоже Через трудно. 2 недели, Рамиль, через 2 недели я сюда приеду. Вот зафиксируйте, Нариман Шамшудинович. Я должен, Нариман Шамшудинович, отчитаться по паводкам, да, какое решение я принял. Вот через 2 недели я приеду, вот вместе с Нариманом Шамшудиновичем мы будем обсуждать вопросы и мусора, и вот противопаводковые мероприятия. Я сюда привезу свою команду тоже, будем обсуждать. Вот 2 недели вам даю время. 2 недели. И по терсхеме разобраться, и по зарплате разобраться, и по сбору денег разобраться. Да. И другие вот эти населенные пункты, кто у вас вывозит, тоже мне определите этого человека, покажите мне, кто этим вопросом занимается. Значит, все вопросы должны быть сняты. У меня можно вопрос один есть? Конечно, Я можно. Вот, по юридическим лицам проблема есть в заключении договора? Кто-то отказывается или что? Есть? Проблема, у них кое-какие проблемы есть. Я буквально сегодня с Рамис Файковичем общался. Да. Проблема
по бюджетным организациям района абсолютно отсутствует, потому что все они уже... Я имею в виду малый и средний Да, бизнес, да, там Вот у них- малый средний бизнес, то если какие-то проблемы есть, мы договорились, что он составит список, Проблемы соответственно. будут, да. Поэтому здесь надо, конечно, отметить, что с Фикретом Абдулмуталибовичем мы очень часто общаемся по этому поводу, с Фикретом, с вашими работниками. И, естественно, несколько раз выезжал он вместе с ними тоже на эти объекты, были такие моменты обращения. Сейчас мы договорились, что для начала он представит Фикрету Абдулмуталибовичу список, реестр этих объектов от вашим работникам, кто не соглашается заключать договора. В последующем с направлением прокуратуры. Да. Вот Там такой уже механизм, как Не бы только в суд можно направить. Это же Это по коммунальное- физическим лицам суду, по юридическим лицам обязательно прокуратура нам требования выставляет. Мы сейчас можем административно исправлять с 1 января, как они вступили. Вот Юридически смотрите, да, Они чтобы сказали, вы что мы понимали, говорили, вот тоже. в Махачкале, вот, Ленинский район, Советский район, Кировский район. Мы за каждым районом, за оператором, вместе с муниципальным образованием комиссию создали. И везде сидит два наших инспектора, которые ходят по всем магазинам, по всем рынкам, по всем этим. А вы почему не занимаетесь этим вопросом? А вы что? Ну, Фикрет Занимаемся. занимается, Фикрет был. Мы сейчас более легкий путь нашли. Фикрет, Фикрет, Пока дорогой, беседу вот смотри, проводим. да? Единственная проблема – большая сумма оплаты. Народ, напряжение, все остальное. 1 апреля мы его Снизите, да? снизили. Да. Мы НДС убирается 20%, мы его снимаем. Это раз. И кроме этого, там есть населенные пункты до 5000 человек. Там другой тариф. Выше 5000 человек. Там другой тариф. Поэтому до 1 апреля осталось не так много времени. НДС снимется 20%. И она Еще говорили, транспортировка тоже, до Изберга же сейчас. Да, Они сделали. кроме этого, Да. мы в этом году открываем полигон в самом Дербенте, и еще мы снижаем тариф, поэтому он подниматься не будет, он наоборот будет снижаться. Поэтому сейчас надо вот довести до людей и аккуратно начать работать. Нормально? Да, здесь, здесь, конечно, проблемы возникнут по сбору денег, потому что есть дома, они прописаны здесь, они проживают за пределами района, но в любом случае организовать это надо. Значит, нужно работать индивидуально с каждым поселением, с каждым юрфизлицом. Мы готовы оказывать вам всяческую помощь, всяческое содействие. Наши структуры все, начиная с РОВД, с участковых, заканчивая нашим отделом ЖКХ и архитектурой, и УМИС, в вашем распоряжении. Если кто-то что-то там где-то не будет подписывать договор или другие вопросы, мы индивидуально будем работать по ним. Потому что у нас практика есть, за эти годы выработана система есть в районе, вы могли это убедиться. И техника, и люди. Мы начинали элементарно сбор с 5-10 рублей, потому что людей надо было научить, нужно за мусор платить. До этого вообще не было. Да, правильно здесь Галиб Ибрагимович говорит, здесь были организованы мусорные площадки, контейнерные площадки, но это нам показалось неправильным. Собирался мусор, там коровы, собаки и так далее, и так далее. Мы организовали такой по графику. Крупные села 3 раза выезжают машины, некоторые другие села 1 раз, зимнее время, летнее время график меняется. Это все через СМИ передается, доводится до каждого сельского поселения, до каждого жителя района. Конечно, есть здесь очень много проблем, и у нас они будут возникать. Но я думаю, в течение даже не года, Набил Абдулмуталибович, в течение 3-4 месяцев систему можно выстроить. У нас она уже налажена есть. Просто вам нужно взять эту систему за основу. Мы ваши помощники и организовать эту работу. И люди у нас очень законопослушные, люди у нас понимающие, что нужна здесь чистота. Самая главная задача, что мусор не будет храниться в районе, что мусор будет собираться, что он будет вывозиться. То есть мы тем самым свою экологию нашего района сохраняем. Это самая главная для нас задача. Поэтому и сегодняшнее мероприятие, то, что Набил Абдулмуталибович, вы приехали, для нас это определенный стимул и ответственность для всех структур. Я думаю, и региональный оператор, честно говоря, были очень недовольны. Мы уже готовили обращение вам, хотели пожаловаться вам, на вас, то есть вам. Да, потому что организовав такую работу и оставаться без внимания, это неправильно. Конечно, мы вас тоже понимаем, определенные трудности есть, бюрократические есть, бумаги, там где-то почта, где-то оплата. Мы все понимаем.
Ну давайте мы это будем в нормальном русле организовать. Ваш приезд, Набил Абдулмович, мы в этом видим внимание к нашему району. Вам огромное спасибо за внимание, за решение этих вопросов. Без вас мы бы это не решили бы, это однозначно. Мы знаем ваше отношение к нашему району, мы знаем ваше отношение вообще к проблеме, мы знаем и к вам какое отношение у главы республики, поэтому для нас это определенный оптимизм и стимул. И не только по ТКО, и по другим проблемам, связанным с экологией, мы большую роль в развитии нашего района сыграли и сыграете, надеюсь. Мы знаем, что вы человек слова, потому что мы 2-3 месяца назад, когда мы у вас были, вы направили сюда специалистов, ваших специалистов. Они были, они прошли, несколько раз приезжали. Я думаю, у них и фотофиксация съемки есть, и другие материалы есть. Вам огромное спасибо от всех жителей района. Спасибо вам. Спасибо вам за приезд. Я через 2 недели, иншаллах, через 2 недели я буду здесь. Спасибо. Мы обсудим вопрос.